корыто. Первое, что увидели мои глаза. Обыкновенное корыто, глубокое, с закругленными краями. Я весь в нем умещался. Не помню кто, скорее всего, мама рассказывала, что как раз когда я родился, на окраине Витебска вспыхнул пожар. Огонь охватил весь город, включая бедный еврейский квартал. Нас с мамой вместе с кроватью перенесли в безопасное место на другой конец города. Повзрослев, я принял решение. Я должен во что бы то ни стало стать художником. Конечно, это означало конец маминым планам сделать из меня приказчика, бухгалтера или, в лучшем случае, преуспевающего фотографа. Мой дядя гордился мною. Когда я написал его портрет и подарил ему, он взглянул на холст, потом в зеркало, подумал и сказал: «Нет уж, оставь себе». Но я хочу быть художником. Не приказчиком, не бухгалтером. Я не буду. Все, хватит. Мой дедушка и вообще все домашние просто-напросто не принимали всерьез мое художество и куда выше ценили хорошее мясо. Я много раз говорил: никакой я не художник. А кто же? Да хоть корова, не угодно ли? Господи, сделай так, чтобы проявилась моя душа. Бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне мой путь. Я не хочу быть похожим на других. Я хочу видеть мир по-своему. Краски смешиваются,
превращаются в вино, и оно пенится на моих холстах.